На ТНВ время новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот наши основные темы. Во благо мира. Готов служить и дальше. 90-летие отмечает прославленный ученый Ильдус Мастюков. Как идея одного человека помогла обезопасить страну, расскажет Рамиль Шайдуллин. План не выполнен. Одной из причин невыполнения послужило объединение казанских отделов. Итоги работы судебных приставов за прошлый год. Альбина Аслагараева. Завышение оценок и возможно ли, что Татарстан потеряет половину своих медалистов? Количество медалистов и в России, во всей стране, и в Татарстане сократилось бы в 2 раза. Пока эти критерии обсуждаются. Каковы результаты проверки Рособорнадзора? У Альбины Минибаевой. Они могут летать в космос, служить Родине, быть на руководящих постах, но главное – дарить жизнь. Женщин со всей республики сегодня поздравили в оперном театре. Это многодетные матери, образцовые приемные мамы. Для них цветы, большой концерт, пожелания лично от полпредов ПФО, президента и не только. Лина Зинатуллина о тех, кто достоин самых высоких наград. В лучших платьях, с тюльпанами в руках и под прицелом камер. Сегодня в оперном сотни мам со всех районов республики. Мама 3 мальчиков Ильсия Хайруллина и не мечтала, что окажется среди них. Ждала 2-го, а родилась сразу 2. Здесь действительно ощущение самое праздничное. Есть возможность принять эти поздравления и ощутить себя вот в этой красивой обстановке. Нарядиться, накраситься. Гульнара Мухаметзянова из Лаишевского района, мама 5. Всегда мечтала о дочке, получилось с 5-го раза. Зато целый отряд любящих мужчин. Конечно, центр внимания. Да, в семье мы центр внимания. Муж очень любит девочку, сыновья. Для прекрасных мам лучше от симфонического оркестра республики и классика в исполнении народных артистов страны. А поздравить матерей Татарстана приехал лично полпред в Приволжском федеральном округе. Наши женщины могут руководить, наши женщины могут летать в космос, наши женщины могут служить. И эти женщины также наши мамы, также наши жены, также наши сестры. И, честно говоря, мы, мужчины, не понимаем, как вам это удается. Вы пример для всех нас. От Рустама Миниханова пожелание уже на татарском языке. Он напомнил, что вот-вот откроется казанский цирк и позвал мам со всей республики вместе с детьми стать первыми зрителями. Президент не скрывает, женщины – это главное как в семье, так и на работе. У меня много, помощниц, которые решают те или сложные задачи, но женщины, они более такие скрупулезные, более тщательные. Медали «Она дане», материнская слава, почетные грамоты, благодарности полпреда. Но для них самая главная награда – быть заслуженной мамой в своей семье. Лина Зинатуллина, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Самый секретный татарин Советского Союза. 90 лет сегодня отмечает государственный ученый, герой соцтруда Ильдус Мастюков, один из авторов советской секретной разработки «Свой-чужой». С юбилеем долгожителя поздравил президент Владимир Путин. Рустам Миниханов наградил юбиляра орденом Дослек. Чем сейчас занимается человек, возглавлявший конструкторское бюро всесоюзного значения, расскажет Рамиль Шайдуллин. Его волнение выдает глаза. Сегодня о конструкторе говорят во всей стране, и это непривычно. Обычно он работал для России, но сам оставался в тени. 90 лет самому секретному татарину страны. Я горжусь. Вы сегодня огромный вклад вносите. Это Ильдус Мастюков довел до ума самую передовую в мире систему опознавания, помогающую выявить врага еще до боя. С помощью локаторов и криптографической системы смены паролей, не поддающейся взлому. Систему назвали «Свой-чужой». Системы государственного опознавания, которые позволяли в ходе боевых действий выявлять, где находятся свои объекты, где чужие, корабли, самолеты, подводные лодки, с тем, чтобы по ним не стрелять. Вот это что такое система «Свой-чужой». Сегодня революционной системой Мастюкова пользуются Литва, Эстония, Индия, Латвия. Всего 40 стран мира. Ее разновидность – система «Пароль». Больше 30 лет на вооружении России. С юбилеем гения инженерной мысли поздравил и президент Владимир Путин.
Ваш выдающийся вклад в развитие отечественной инженерной конструкторской школы, в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны заслуживает самого искреннего признания. 28 лет самый секретный татарин Союза был генеральным конструктором и директором Головного института страны по системам госопознавания. Но позже ушел в мирную жизнь и науку. Уже 20 лет он председатель общественной организации «Герои Татарстана». В юбилей получил и почетный орден Республики Дустлык. Это большая честь, что вот в свои 90 лет меня почтили, вспомнили. Я очень благодарен президенту нашей республики за эту награду. И готов служить и дальше России и родному Татарстану. В родном институте электроники Ильдуса Мастюкова по-прежнему ждет личный кабинет, но работает ученый здесь уже на должности почетного директора. У человека, совершившего революцию в госбезопасности, миллион идей, как сделать безопаснее жизнь рядового человека. Рамиль Шайдуллин, ТНВ, Казань. Более 12,5 миллиардов рублей взысканных денег, почти 100 тысяч татарстанцев, не выехавших за границу, и план, не выполненный по фискальным сборам. Итоги работы сегодня подвели судебные приставы республики. Какие меры помогли выйти в плюс по алиментам и почему стали чаще жаловаться на приставов, расскажет Альбина Асылгараева. Распиливать дверь полностью не пришлось. Появился хозяин квартиры. Мужчина в последний раз оплачивал счет-фактуру 10 лет назад. У него 700 тысяч рублей долга. После неоднократных предупреждений были приняты меры. Приходила, по почте отправлялась в базу. Ничего не приходило. Дверь, откройте дверь. О том, что нужно плотнее работать с управляющими компаниями, как раз говорили на итоговой коллегии судебных приставов. Задачи поставил первый вице-премьер республики. В 2017 году вами окончено чуть более половины дел данной категории. Основная работа, естественно, по сбору лежит на управляющих компаниях. Однако и вам следует максимально использовать такие механизмы, как арест имущества, ограничение выезда за пределы Российской Федерации и использование комплексов мобильных приставов. Еще одна задача по фискальным платежам недовзыскали в этом году 147 миллионов рублей. Это всего 4%, но все же план годовой не выполнен. А вот количество тех, кого не выпустили за границу из-за долгов, растет. Их уже 99 тысяч. Общая сумма взыскания более 3 миллиардов рублей. Не менее важную роль отводится таким мерам принудительного характера, как арест имущества должников. Их влияние на конечный результат фактического исполнения на сегодняшний день также отслеживается управлением. Больной вопрос – долги по алиментам. Взыскали 53 миллиона. Это только 40% из положенных, но при этом гораздо больше, чем в прошлом году. С 2016 года у приставов есть право заводить административное и даже уголовное дело на должника, поэтому работа пошла эффективнее. Алименщиков меньше не становится, но у нас работает такая система привлечения к административной ответственности, после чего должники начинают устраиваться официально, трудоустраиваться, и в связи с чем судебному приставу-исполнителю легче исполнить требования исполнительного документа направлением на заработную плату. Всего же общая сумма, взысканная за прошлый год, более 12,5 миллиардов рублей, возбуждено более 1000 уголовных дел. И не всегда работой приставов довольно население, стало больше жалоб в прокуратуру. Сегодня обозначили и приоритетные задачи на этот год. Они традиционные – увеличить взыскаемые суммы и уменьшить долг перед бюджетом. Альбина Асылгараева, Ринат Сафин, ТНВ «Казань». Больше кредитов, больше гарантий, больше привлеченных средств. ВТБ в Татарстане за 2017 год инвестировал в экономику республики почти 82 миллиарда рублей. Причем большую часть, это 40 миллиардов рублей финансовой поддержки, от банка получили именно компании среднего регионального бизнеса. В ВТБ отмечают, что у местного бизнеса в прошедшем году были востребованы не только кредиты, но и сберегательные продукты. Рекордный рост зафиксирован по привлеченным средствам корпоративных клиентов. Портфель привлеченных средств на расчетных счетах, на депозитных счетах у нас достиг, в общем-то, 54 миллиарда рублей. И по сравнению с началом прошлого года у нас рост колоссальный, это 45%. ВТБ в Татарстане активный участник различных программ господдержки бизнеса, в рамках которых более 20 компаний республики получили льготные кредиты на сумму 5 миллиардов рублей. При столь высокой кредитной активности ВТБ удается сохранять качество кредитного портфеля. По итогам года просроченная задолженность отсутствует. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Татарстанская медицина на колесах по всей России. С помощью мобильных ФАПов медицинская помощь для сельчан стала ближе. Ведь известно, что большая часть жителей деревень – это пожилые люди. Где уже стоят ФАПы татарстанского производства, расскажет Сергей Хайдаров.
Утро 70-летней Галиапы начинается с визита к врачу. Нужно и давление измерить, и лекарства перепроверить. Свой доктор теперь стал ближе. В селе установили модульный фельдшерско-акушерский пункт. И частые поездки в город отменились. Однако недалеко, не 9 километров, но все равно этот же возраст, надо ехать, а там очередь надо ждать. Для 700 жителей села Сапеево ФАП – это первый неотложный спаситель. Для обслуживания пациентов здесь есть все условия. Тепло, просторно, а главное – все медицинское оборудование в наличии. Специальный уголок отведен для хранения медикаментов. Условия для хранения лекарств есть, холодильники есть, сами прививки делаем детям. Очень удобно. Сейчас в Вознакарском заводе изготовлено 400 модульных сооружений. Разработка проектов стартовала в 2011 году. Первые ФАПы вышли с конвейера в начале 2012-го. Там преимуществ очень много. Во-первых, это быстро выдвигается. Во-вторых, он подешевле. И в-третьих, ее можно переносить. Поэтому зародилась идея создания модульных сооружений. В селах медицина становится ближе, а на заводе больше рабочих мест. Почти половина продукции «Нефтемаша» – это различные модульные сооружения. На производстве заняты 164 человека. Каждый заказчик желает видеть в своей цветовой гамме, внутренней отделки, комплектации. То есть у нас один и тот же, допустим, одна и та же спецтехника может уйти с разной начинкой. Такие же ФАПы размещены не только в селах нашей республики. Благодаря мобильным сооружениям медицина стала ближе в населенных пунктах Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карелии и Республики Крым. В этом году географию татарстанских ФАПов планируют расширить. Сергей Хайдаров, Альбина Минибаева, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, ТНВ, Азнакаевский район. В республике, как и в целом по стране, количество медалистов может сократиться наполовину. Рособорнадзор планирует разработать критерии выдачи знаков отличия в обучении. Сегодня были озвучены приоритетные направления контрольно-надзорной деятельности в сфере образования. Подробности у Альбины Минибаевой. В этой лжи кроется проблема педагогической запущенности. Федеральный чиновник Евгений Семченко о завышении оценок в республике и в целом в стране. Во время проверки Рособорнадзора оказалось, что не все пятерки получены заслуженно. Иллюзия хорошистов и отличников у родителей и учеников. Этот хрупкий мир оценок рушится уже во время ЕГЭ. За полгода до ЕГЭ школьникам опять рисуют все 5 зачетов из 5 возможных. Через полгода на ЕГЭ там совсем другие результаты. Часть результатов проверки ведомства осталась за закрытыми дверями. В частности, они касались того, что в 66 школах республики учеников перехвалили. И так по всей стране, поэтому в системе выдачи медалей грядут перемены. В ближайшие 2 года ведомство планирует ввести определенные критерии для выдачи медалей. В Москве они уже существуют. Это минимум 220 баллов по результатам ЕГЭ. Если бы эти критерии были уже введены, то половина всех медалистов точно бы отпали. Безусловно, вызывает вопросы, когда у медалистов, когда ряд школьников, имеющих медаль, результаты ЕГЭ демонстрируют ниже минимального. За прошедший год в Рособорнадзор поступило 1300 обращений. Незаконный сбор денег и принуждение к благотворительности. Жалуются родители. Зачеты и экзамены наподобие ЕГЭ. Так предлагают отучиться от коррупции в вышке. Надо смотреть на уровень подготовки студента в этом вузе, то есть брать какие-то срезы, и уровень подготовки профессорско-преподавательского состава. Оказалось, что в прошлом году 13 учебных заведений не соответствовали всем стандартам. На грани закрытия еще 71 юрлицо. Стандартлар бар, регламентлар бар. Есть стандарты и регламенты. Если в магазине нет тепла, то его непременно закроют. Так и в учебных заведениях. Столовые, гардеробные классы. Есть ли в них отопление, соблюдены ли все возможности. Все эти факторы послужили для закрытия. При этом Рособорнадзор отмечает, каждая проверка школы или вуза не должна носить карательный характер, не наказывать, а показывать слабые места образовательного процесса. Альбина Минибаева, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Смена на дому. На избирательный участок она не может прийти. Как можно, не выходя из дома, сменить свой избирательный участок, узнал Дмитрий Аренин. 100 дней до ЧМ по футболу. Раду приветствовать вас на земле Татарстана. Ну и потом на немецком, также на русском. Кто станет волонтерами чемпионата и что должны уметь добровольцы, Лена Знатулина. Татарстан полностью готов к президентским выборам. Такую оценку сегодня дал поволжский полпред Михаил Бабич. Сегодня он в Казани провел совещание, где обсудили подготовку к выборам.
Республики Татарстан, можно констатировать, к выборам полностью готова. Мы сегодня провели подробное совещание, где посмотрели все направления этой работы. И с точки зрения готовности избирательных комиссий, с точки зрения готовности избирательных участков, с точки зрения вопросов организации безопасности, деятельности чрезвычайных служб, в этой части работа организована на очень высоком уровне, что действительно традиционно для Татарстана. Также Михаил Бабич отметил, что татарстанцы традиционно показывают высокую явку на выборы, и это в том числе залог успешной работы региональных властей. Традиционно Татарстан показывает и высокую активность на выборах, и показывает высокие результаты. На самом деле это результат большой работы региональных властей. То, что власть обращена лицом к людям, то, что власть слышит людей, то, что власть пытается решать те проблемы, которые люди ставят, самые бытовые проблемы, от самых бытовых проблем до стратегических, это сегодня очевидно. Именно в этом залог вот тех успешных избирательных кампаний, которые проводил Татарстан. Если участок для голосования сменить нужно, но здоровье по нужным адресам ходить не позволяет, специалисты сами придут к вам домой. Напомним, на этих президентских выборах вместо открепительных удостоверений действует голосование по месту фактического нахождения. Для этого нужно заявиться. Как все оформить, не выходя из дома, узнал Дмитрий Аринин. Избирательный участок, она не может прийти. Вот у меня муж сегодня, он тоже с аппаратом Елизарова перед Новым годом с крыши снег чистил, упал. Так в семье и доме Надежды Шарабориной оказались муж и мама в неходячем состоянии и не по месту прописки. У мужа осталась прежняя регистрация, а пенсионерку перевезли сюда, чтобы выхаживать. Решили позаботиться о своем избирательном праве. Обратились в ЦИК, чтобы голосовать по месту фактического нахождения. Ни разу не пропустила. И за Сталина голосовали, и за всех голосовали. Написать заявление на урну. Сегодня домой пришел представитель участковой избирательной комиссии. Оформили смену избирательного участка и голосование на дому. Процедура заняла несколько минут. Для этого понадобились только паспорта. Если по состоянию здоровья у нас избиратель не может прибыть в избирательный участок, многофункциональный центр, или у него не зарегистрирован он в едином госпортале, то вправе обратиться по телефону через родственников в любую территориальную комиссию, участковой комиссии. И по поручению территориальной комиссии, участковой комиссии приходит домой избирателю. После оформления заявления избиратель будет временно снят с своего участка по прописке и прикреплен к тому, который он указал. Такая смена места волеизъявления будет возможна до 12 марта. Дмитрий Аринин, Лисан Сабирова, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Итак, до дня голосования остается 11 дней. Сегодня мы спросили жителей Альметьевска, пойдут ли они выбирать президента России. Пойдете на выборы президента? Да, конечно, я пойду на выборы, потому что это очень важно для нашей страны, и каждый голос людей – это очень важно, и он может стать решающим. Обязательно пойду на выборы. Президента? Да, конечно. Как сказать, наша обязанность, мы же должны выбрать. Я считаю, что чем больше народу придет, тем будет лучше. Будет меньше возможностей для махинаций. Я считаю, что выборы – это тот день, когда мы в полной мере реализуем свои права на управление страной. Мы обязательно ходим, голосуем, считаем это своим долгом. Ну, конечно. А как же? Это наше будущее, это наш гражданский долг. Мы должны свой долг выполнять. Обязательно будем голосовать. Голосовать за президента. За президента. Обязательно. Айфон, планшет, велосипед – все это можно получить, просто сходив на выборы. В день голосования по всей стране пройдет фотомарафон под названием «Айда на выборы». Что нужно сделать, чтобы и гражданский долг исполнить, и подарок получить, узнаем у Светланы Звонаревой. Мы хотим, чтобы все города нашей республики объединились для грандиозного фотомарафона и через фотографии рассказали, с чем у них ассоциируется их любимый город. Вот такие яркие баннеры появятся 18 марта на избирательных участках Нижнекамска. В день выборов в республике стартует фотоконкурс «Айда на выборы». Поддержать грандиозный флешмоб в город приехали известные татарстанские блогеры. Я считаю, что это очень круто, что есть возможность у всех людей, у кого есть Инстаграм, как минимум ВКонтакте, поучаствовать в таком марафоне. Тем более участие бесплатно, к тому же 18 числа все те люди, которые примут участие в данном марафоне, будут получать очень крутые даже призы, да? Прийти на выборы, сделать фото на фоне баннера и разместить его в соцсетях с хэштегом «Айда на выборы». Выполнив эти нехитрые условия, избиратели автоматически становятся участниками марафона. Особую ставку организаторы делают на молодежь.
Всей семьей участвуем. Мама в избирательном участке сидит. Надеюсь, в номинации «Семья». Я обязательно буду участвовать в конкурсе. Для меня это стимул выиграть какой-то приз. Заглянули сегодня блогеры и в Челны и дали будущим конкурсантам несколько профессиональных советов. Советую фотографироваться не вот так, а в 3 четверти. Так я не очень, так получше. В фотоконкурсе могут принять участие абсолютно все желающие по 18 номинациям. Итоги опубликуют на официальном сайте айданавыборы.рф, а подарки вручат лично. Светлана Звонарева, Эльвира Софиуллина, Рафаэль Ракипов, ТНВ, Нижнекамск, Набережные Челны. 100 раз за 100 дней до чемпионата мира по футболу. Владимир 15 июля. Казаль примет 6 матчей. В столице 100 дней до чемпионата решили отметить началом отбора волонтеров. Набрать нужно 1000 добровольцев, а заявок уже 2500. Кто прошел автоматом, а кого взяли авансом, узнала Лина Зинатуллина. Фан-зона гостевой команды, да, гостевой. А вот фан-зона для болельщиков нашей команды. Казань-арена, взгляд изнутри. Для будущих волонтеров ЧМ подробная инструкция по стадиону. Среди них и 10-классница Лидия Шурыгина, которая добровольцем станет впервые. Это моя мечта уже с 2013 года, но, к сожалению, я была для этого еще маленькая, чтобы участвовать. Я ожидаю больше всего общения, каких-то знакомств новых и нереальных эмоций. И если минимальный возраст кандидатов 16 лет, то максимального просто нет. Учитель истории Кадрия Нигматуллина в добровольцы идет снова и снова. ЧМ по водным видам спорта, Казанский марафон, Кубок конфедерации, а теперь чемпионат по футболу. Манит энергетика, драйв, да и школьному немецкому находится применение. Очень большая была делегация из Германии. И я их встречала, я им пела песни на немецком языке, я им рассказывала стихи на немецком языке. И они спросили у меня, не была ли я в Германии. Я перечислила им все немецкие города, и они были очень в восторге, широко улыбались и пригласили меня в Германию. Кроме самого стадиона Казань-арена, вокзалов, аэропорта и популярных туристических мест, на чемпионате появится еще одна точка для серьезной работы волонтеров. Парк болельщиков, который будет работать целый месяц возле чаши. Кстати, на этот раз большой плюс для кандидатов – знание не обязательно английского, но любого языка гостевых команд вплоть до японского. Заявки уже подали 2500 человек. 1000 из них пройдут отбор. Важно, когда волонтер широко владеет информацией, не только где его поставили, направо, налево проходить, а он может всесторонне ответить на любой вопрос гостя. Я не знаю, о том, куда сходить сегодня, какое мероприятие будет происходить в том или ином ночном клубе, почему нет. Клубы, кафе, отели, дороги – все готовится к приему гостей. Но именно волонтеры – те, кто произведет первое впечатление. Лена Зинатуллина, Марас Идгараев, ТНВ Казань. Вопросы парковки, летнего оформления новых арт-объектов, настоящее и будущее Горкинско-Аметьевского леса в эти минуты обсуждают активисты и строители. На повестке последний этап благоустройства парка. В эко-центре «Дом» сейчас находится и наш корреспондент Салават Мухаммадуллин. Салават, здравствуй. Какой апгрейд ждет уже полюбившийся казанцам парк? Добрый вечер, Алексей. Дискуссия о будущем Горкинско-Аметьевского леса в самом разгаре. Вот мы специально вышли на улицу, чтобы не мешать выступлению авторов проекта третьей очереди благоустройства парка. Послушать их пришли примерно 500 казанцев. И на самом деле в парке уже есть лыжная база, эко-центр, памп-трек. В общем, здесь есть на что посмотреть и где прогуляться. Стоит отметить, что первые 2 очереди благоустройства парка были реализованы при помощи также горожан-активистов. И сейчас рядом со мной помощник президента республики, куратор программы развития общественных пространств республики Наталья Фишман. Наталья, когда уже стоит ждать первых результатов сегодняшних обсуждений и как еще изменится парк, каких множеств стоит ожидать? Я думаю, что прямо с начала лета мы начнем работать. Планов громадье. Я не могу говорить ничего наверняка, потому что мы же с вами не случайно проводим сейчас встречу с горожанами, которым огромное спасибо, во-первых, за то, что этот парк в принципе существует, потому что, как мы знаем, если бы они в какой-то момент не собрались и не решили его защищать от застройки, возможно, этой красоты бы не было, была бы здесь сегодня дорога. Но в любом случае, какие у нас планы? По крайней мере, то, что мы предлагаем сейчас вот в экоцентре горожанам. Мы в первую очередь говорим о создании экотроп. Нам очень важно сделать тропинки внутри лесных массивов. При этом, что значит экотропы? Так же, как и все покрытия на территории лесов, они сделаны таким образом, чтобы коммуникации, освещение были пущены под деревянными дорожками и не задевали, например, корни деревьев. Но на самом деле в этом есть образовательная функция, потому что, как и наш экоцентр, это все создано для того, чтобы повышать
знания, увеличивать объем знаний детей городских о том, какова флора и фауна нашей республики, что растет в Горкинско-Аметьевском лесу, кто живет в Горкинско-Аметьевском лесу, как сосуществовать с этим прекрасным, удивительным окружающим миром. Мы, безусловно, реализуем в этом году свою мечту и подсветим трубу, сделаем ее термометром интерактивным, чтобы мы всегда с вами знали, какая погода на улице. Вот сейчас там было бы минус 14. Мы построим скалодром около нашего замечательного памп-трека. Возможно, там будут еще и трибуны, чтобы можно было смотреть за упражнениями замечательных наших спортсменов. Мы установим дополнительную навигацию, как навигацию в самом парке, так и вдоль экотроп. Ну, в общем, планов на самом деле много. Сейчас нам еще наказ дадут, чего мы забыли. Будем с нетерпением ждать новых новшеств. Такое, тавтология такая. Да. Спасибо большое. Спасибо. Ну, Алексей, мы передаем вам слово в теплую студию. Алексей. Спасибо, Салават. Это было включение от экоцентра «Дом», где сейчас обсуждается будущее Горкинско-Аметьевского леса. Вечерний эфир продолжает программа «Вызов-112». Ну а сейчас о спорте и о погоде. И до встречи в вечернем выпуске. Он выйдет в 21:30. Всего вам доброго. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. В плей-офф не бывает слабых команд. Это доказали хоккеисты Амура. Во втором поединке против Акбарса гости едва не одержали сенсационную победу. Первый выигрыш со счетом 3-0, возможно, расслабил игроков Акбарса. Но пропущенная шайба тут же вернула игроков с небес на лед. На одном и лишь опыте и мастерстве выиграть серию не получится. До конца третьего периода счет на табло был равным 2-2. И только мастерски поставленная клюшка Джастина Азеведо спасла игру от овертайма и дополнительных интриг. Завтра и 8 марта команды играют в Хабаровске в 12:30 и 10 утра. Казанцам придется сражаться не только против соперника, но и против временных обстоятельств. Игра, она, в общем-то, и предполагалась, что она будет именно такого характера. Никто не хочет уступать, и мы были готовы к этому. Поэтому ребята сделали все то, чтобы мы выиграли следующий матч. Поэтому я им благодарен за это. Баскетболисты «Уникса» сегодня вечером готовятся к серьезному испытанию. Команда проведет в Мюнхене стартовый матч 1/4 финала Кубка Европы. Бавария дома не проигрывала ни разу. У нашего соперника на счету 8 игр и 8 побед. Но казанцы получили хорошую практику с «Локомотивом» Кубанью. Напомним, что краснодарцы остаются единственной командой турнира, также не потерпевшей ни одного поражения. Игра начнется в 22:30 по московскому времени. Ответный поединок между «Униксом» и Баварией пройдет в столице Татарстана 9 марта. Матч в баскетболе запланирован на 8 часов вечера. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. В плей-офф не бывает слабых команд. Это доказали хоккеисты Амура. Во втором поединке против Акбарса гости едва не одержали сенсационную победу. Первый выигрыш со счетом 3-0, возможно, расслабил игроков Акбарса. Но пропущенная шайба тут же вернула игроков с небес на лед. На одном и лишь опыте и мастерстве выиграть серию не получится. До конца третьего периода счет на табло был равным 2-2. И только мастерски поставленная клюшка Джастина Азеведо спасла игру от овертайма и дополнительных интриг. Завтра и 8 марта команда играет в Хабаровске в 12:30 и 10 утра. Казанцам придется сражаться не только против соперника, но и против временных обстоятельств. Игра, она, в общем-то, и предполагалась, что она будет именно такого характера. Никто не хочет уступать, и мы были готовы к этому. Поэтому ребята сделали все то, чтобы мы выиграли следующий матч. Поэтому я им благодарен за это. Баскетболисты «Уникса» сегодня вечером готовятся к серьезному испытанию. Команда проведет в Мюнхене стартовый матч 1/4 финала Кубка Европы. Бавария дома не проигрывала ни разу. У нашего соперника на счету 8 игр и 8 побед. Но казанцы получили хорошую практику с «Локомотивом» Кубанью. Напомним, что краснодарцы остаются единственной командой турнира, также не потерпевшей ни одного поражения. Игра начнется в 22:30 по московскому времени. Ответный поединок между «Униксом» и Баварией пройдет в столице Татарстана 9 марта. Матч в баскетболе запланирован на 8 часов вечера. Тем временем татарстанские спортсменки заняли призовые места на финале Кубка мира по спортивной акробатике. Соревнования проходили в португальском городе Майя. По итогам турнира в состязаниях пар второе место заняли Алия Салахова и Диана Тухватуллина. Тренируют призеров Наиля Гатауллина и Регина Сухина. Это первая победа девушек на международной арене. До этого были выигрыши на этапах Кубка России и чемпионате страны. В соревнованиях троек третье место заняли Анастасия Айдукова, Виктория Корничук, Алина Ибатуллина. Девушки также представляют Республику Татарстан в составе сборной России.
И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды. Ночные температуры сильно понизились, дневные же существенно не изменились. Подробнее о погоде после полезной информации. Спонсор показа — изготовитель корпусной мебели на заказ компании «Данил Мастер». Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? «Данил Мастер» исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. «Данил Мастер», город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево переменная облачность. Временами пройдет снег и около 11 градусов ниже нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге ясно, но местами со снегом. И также минус 11. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске будет солнечно и морозно. До минус 12. Жители северо-запада республики ожидает солнечная погода без осадков и до 11 градусов ниже нуля. На юго-западе, в Болгаре, Буинске, Держаном 9 градусов мороза, местами со снегом. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше облачная погода с прояснениями, местами также выпадет снег и минус 11. В последующие дни температуры начнут повышаться, без осадков не обойдется. В Казани переменная облачность, временами возможен снег. Температура воздуха минус 11, минус 13. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 74%. Магнитное поле Земли спокойное. В конце выпуска полезная информация. ГРК «Татарская усадьба» находится в памятнике архитектуры второй половины XIX века. Здесь можно отведать национальную кухню, посетить галерею народных промыслов, а также остановиться в уютной гостинице. Татарская усадьба – национальное гостеприимство в современном воплощении. Татарская усадьба служит примером высокой татарской кухни по старинным рецептам. Только здесь подаются блюда из настоящей дровяной печи. Татарская усадьба – национальное гостеприимство в современном воплощении.